Шестой шаг – это стратегия. Как выбрать стратегию? Ту стратегию, которая поможет вам достигать цели. Помните, вы составили цель заработать миллион. Помните, вы составили там, и вам нужна очень хорошая, правильная стратегия. Помните, что вас будут постоянно на рынке копировать, вас будут постараться копировать, постоянно будут копировать вас. Поэтому, а есть три вещи, которые не могут копировать. Вот, да, задумайтесь сами. Многие хотели бы повторить Amazon, многие хотели повторить Макдональдс, многие хотели повторить KFC, или там Adidas, или Coca-Cola, или там, не знаю, еще какие-то там Евросеть, или какие-то, правильно? Многие хотели бы их повторить, правда? Почему бы нет? Если это принесет миллионы, если это принесет миллиарды, почему нет? Многие хотели бы их копировать, и много раз попытались это делать даже. Snickers или Orbit и так далее. Давным-давно люди пытались это все копировать. Panasonic, Sony или там Mercedes и так далее. Но внимание обратите. А почему никто не может отодвинуть с места Макдональдс или Coca-Cola или, скажем, Procter Gamble? Или как? Почему они не могут их с места отодвинуть? Интересно, правда? Это очень интересно. Я долго изучал, почему так происходит, и кое-что понял. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но из того, что я понял, это то, что в моем практике, то, что работает и так далее. Три вещи, по крайней мере, очень тяжело копировать и почти нереально копировать. Три вещи. Значит, это три вещи надо сделать. Первый из них – стратегия на длительный период. А стратегию корректировать надо? Надо. Как правильно выбрать стратегию? Это очень важный вопрос. Вторая вещь – бизнес-модель. Его копировать почти нереально. Если вы правильно его постоянно корректируете, совершенствуете, развиваете и так далее. И третья вещь – ваши мозги. Вас самих копировать невозможно. Вы никогда не встретите человека 100% похожего на вас. Если вы будете постоянно развиваться, постоянно расти и так далее, такого человека вы никогда не найдете. Именно похож на вас самих. Поэтому будем говорить о том, какую стратегию выбрать, как выбрать, чтобы эта стратегия была реально конкурентоспособная стратегия, как выбирается, как делается именно конкурентная стратегия, как и так далее. Как выбрать. Седьмая вещь, что я буду говорить, как выбрать бизнес-модель, подходящий для реализации вашей той или иной идеи. Я буду показывать несколько моделей, вы оттуда подбираете, которые подходят к вашему идею для ее реализации и так далее. Понимаете, в разных моих компаниях я разработал разные модели. В разных бизнес своих учеников я разработал разные модели. Я изучал более 200 бизнес-моделей. И каждая модель по-своему уникальна. Просто нужно очень хорошо уметь внедрять и практиковать. Да, это правда. Уметь его внедрять и практиковать. Видите, сейчас, в данный момент, на данном этапе, вот кто лучший бизнес-модель разрабатывает, если хотите стать миллиардером, надо создавать бизнес-модель, которая захватывает большее количество, можно сказать, мирового рынка, и трудно его скопировать. Если хотите стать миллионером, тоже бизнес-модель, которая миллионов людей обеспечивает. Но перед этим она на данный момент растущей должна быть, не устаревшей и так далее. Но эти вещи я буду рассказывать много кейсами, примерами в тренинге буду рассказывать. Но один из бизнес-моделей, который я в своих бизнесах внедрял, это наш парфюмерный бизнес. За 2,5 года, алхамдулилlah. Если это кризис не был в этом году, мы до 1000 поднимались бы. Но это кризис, конечно, так. Мы 439 магазинов создали в одном нашем бизнесе, на другой 53, по-моему. Вот. Я считаю, это хороший бизнес-модель, потому что она масштабируется, она развивается, она увеличивается, продвигается сам. Вот такой должна быть бизнес-модель, которая могут развиваться правильно, чтобы вы нашли точку прорыва в нем, точка прорыва, чтобы она двинулась быстрее и так далее. Поэтому выбирайте хороший бизнес-модель. Ищите бизнес-модель, учитесь, как это делается, усваивайте, как это делается и так далее. Мировые бренды так и делают. Восьмой шаг – это продукт. Подбор продукта – основной механизм. Как вы думаете, самый лучший продукт – это какой? Какой продукт – самый лучший продукт в мире? Как вы думаете? Конечно, все эти продукты питания, они нужны, очень нужны и так далее. Дорогие мои, самый лучший продукт – это деньги. Из моды никогда не уходит, всегда востребованы. Остатки. Из вас много остатки. Это
в деньгах. Понимаете? У кого из вас? Понимаете? Остатки никогда не бывает, всегда в моде, всегда востребованы и так далее, и так далее. Ну, то есть формулы есть специальные формулы, которые очень важно соблюдать, подбирать продукт, тот продукт, который действительно постоянно будет актуальным, востребованным и так далее, который вы можете постоянно совершенствовать и так далее. Об этом буду рассказывать. Знаете, можно, продавая любой продукт, добиться успеха. Самое главное, что этот продукт был полезный для народа. Самое главное вот это. Понимаете, что этот продукт реально был полезный для народа и так далее. Вот, есть там 10 пунктов по формуле, как выбрать продукт, я об этом рассказываю в тренинге. Вот. И следующий шаг, это мы будем говорить с вами, 9-й шаг, это как технологию использовать в вашем бизнесе. Видите, что сейчас в данный момент такой, что технологию надо уметь использовать в своем бизнесе. Либо технология помогает вам разбогатеть, либо технология обанкротит вас. Есть бизнесы, которые технология убил их. Технологии могут убивать ваш бизнес, если вы не умеете его использовать правильно и так далее. Поэтому как использовать технологию, как автоматизировать бизнес и так далее, эти вещи я буду рассказывать в тренинге. И 10-й шаг – это рынок. Рынок, то есть надо стараться, чтобы свою долю иметь в рынке. Есть объем рынка это большой, но очень важно, чтобы иметь свою долю рынка. Вот так, дорогие мои. Как вы думаете, стоит ли учиться у того человека, который построил 4 бизнеса в данный момент, действующих бизнесов? Мои бизнесы находятся в Казахстане, в России, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. И, альхамдулилля, вот, слава Богу, сейчас в Америке потихонечку развивается и так далее. Стоит ли учиться у человека, которого 1 200 000 человек посещали его семинар? Стоит ли учиться у человека, который сам практик? Вы знаете, вот когда вы хотите учиться у кого-то, посмотрите, пожалуйста, на его результате, посмотрите его знания, помогли ли его или нет. Особенно наставника выбирайте, именно посмотрите на это, пожалуйста. Я так выбирал себе наставников постоянно. Я посмотрел на того человека и думал, его знания помогли ли ему самому до определенной точки дойти или нет. Но были люди, которые, конечно, просто обычные вузы преподавали, я у них тоже учился. Я учусь у всех, я хороший ученик, честно скажу вам. Я даже у своей уборщицы учусь. Я учусь даже у своих, даже у природы учусь. Природа самый лучший наставник. Господь создал природу настолько, нам еще далеко до природы дойти, до понимания. Очень далеко человеку дойти потому что природа совершенна. Господь его создал совершенным. Я просто хороший ученик, до наставника мне далеко, но я просто хороший ученик, я постоянно учусь у всех. Иногда даже те люди, которые даже говорят, что ой, он какой-то там инфо-цыган и так далее. Я у них тоже учусь. Если смотрю, что что-то полезное у этих людей, я беру и учусь. Почему? Потому что сама теория, она неправильная, о том, что якобы нельзя учиться у тех, у кого знания есть, но опыта нет. Например, все вузы, посмотрите, все профессора, они же бизнеса не делали, они же сами никогда ГЭСы не построили, самолеты не построили, но они обучают инженеров и так далее. Но эти инженеры идут и строят. Понимаете, они идут и строят. Сама теория неправильная, когда люди говорят, что как будто там... Сейчас терминология такая модная стала, ой, якобы кто там, те инфо-цыгане и так далее, и обзывают некоторых людей. Я это не люблю. Почему? Потому что, ну, представьте на минуту, что вы не пойдете, вы врачу скажете, пока ты сам не болеешь сахарным диабетом, я не буду лечиться у тебя. Пока ты сам не болеешь, от рака не умрешь, и я обратно не воскресишься, не будешь лечить, я не верю. Ну, извини меня, пожалуйста. Вы же не пойдете врачу так сказать, что ты сам пока не заболеешь, так что ты не имеешь права меня лечить. Это же какая-то глупость. Посмотрите, пожалуйста, если у человека знания полезны, берите и используйте в своей собственной жизни. Если его знания реально помогают, берите, практикуйте. Но когда вы набираете наставника берите только того человека, который именно его знания помогли ему стать тем, кем вы мечтаете стать. Смотрите на его результаты. Смотрите, учиться можно у всех, но наставника надо выбрать только того, кто уже в практическом
пути достиг того, то, что вы хотите в своей жизни приобрести. Посмотрите на его образ жизни. Посмотрите на его образ жизни. Это очень важно. Посмотрите на его образ жизни. Посмотрите, как он живет. Его знания ему самому помогли или нет. Вот тогда выбирайте, исходя из этих показателей, выберите наставника. У меня бизнес, я строю недвижимости, многоэтажных домов строю, очень много, слава богу. А потом у меня теплицы строю, теплицы. Сейчас в данный момент логистический центр строю, ОРЦ, оптово-распределительный центр. Большой строю по всему Таджикистану, 3 больших. И следующий бизнес – это у меня сеть парфюмерных магазинов. Больше 500 магазинов у меня. По всему Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот. У меня магазины оптики. Магазины оптики. У нас по Казахстану магазины оптики. Потом есть магазины техника. Я продаю технику на рассрочку и так далее. В Узбекистане и Таджикистане эти магазины есть. Сейчас в Казахстане тоже появляются. И в России тоже, слава богу. Вот таких направлений я занимаюсь, вот тренингами занимаюсь. Теперь Америка сейчас транспортные компании инвестировал. Вот такие, в общем, 24 направления у нас. Ну, что-то быстро пойдет, что-то медленно. У нас рестораны есть в Эстонии и так далее. Вот таких направлений. Если удалось мне эти вещи делать, я был около $3 миллиона в долгах, без бизнесов, очень было тяжело их вернуть. Я работал, постепенно вернули их. Так что любой из вас могут эти вещи добиться. Ребята, помните, любой человек научился писать, читать, правда? Любой человек научился писать, читать. Точно так же, любой человек, который желание имеет и работает над собой, и верит в Бога, очень важно верить в Бога. И все то, что в вашей жизни происходит, сначала почитайте, пожалуйста, от Бога. Понимаете? Все почитайте от Бога. И идеи, которые к вам приходят, их цените, пожалуйста. Потому что иногда в каждом идее, которая к вам приходит, есть лучи озарения в них. Это правда. Знаете, из этой встречи вы можете не все унесете с собой, не все можете запомнить, но поверьте моим словам, одну мысль, одну идею вы уносите с собой. И эта мысль поможет вам очень сильно. Одна мысль может иногда порою кардинально повлиять на вашу жизнь. Вот, дорогие мои, приходите, учитесь, буду с радостью вам поддерживать. Надеюсь, что вам хоть что-то из того, что я говорю, принесут пользу. Желаю вам успехов, ребята. До встречи. Удачи всем. Всего доброго.